26 октября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,07 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2153 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,0784 до 10,08 сомони, 1 российский рубль от 0,1630 до 0,1650 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются в преддверии публикации статистики запасов этого вида сырья в США, которая может показать прирост. Следует из данных торгов, цена на нефть марки Brent составила $90.97 за баррель, марки ВТИ $84.74 за баррель. Цена на золото в среду утром умеренно растет, пока рынки все еще находятся в ожидании предстоящих шагов от Федеральной резервной системы США, а доходность государственных американских облигаций несколько снижается и составляет $1663.35 за тройскую унцию. В Таджикистане, где большинство домов сельской местности частные и отапливаются углем и дровами, с началом похолодания возросли потребности населения в этом древнем виде топлива. В этом году средняя рыночная цена за 1 килограмм бытового угля для домашнего потребления выросла на 0,55 сомони. Если в прошлом году средняя рыночная цена бытового угля колебалась между 1 сомони 80 дирхамов и 2 сомони 20 дирхамов, то в этом году она выросла до 2,35–2,75 сомони за килограмм. Цена на промышленный уголь, который применяется на цементных, кирпичных заводах, подорожали в среднем с 0,30 сомони до 0,80 сомони. Специалисты связывают подорожание угля с повышением расходов на транспорт и логистику. В среднем по республике рыночная цена бытового угля сейчас составляет 2 сомони 75 дирхамов за 1 килограмм. Цена на рынке не зависит от угольных шахт или рудников. Около 65% стоимости угля в городах и районах зависит от транспортных расходов, отметил в интервью информагентству «Азия Плюс» начальник управления угольной промышленности Министерства промышленности и новых технологий Бахрейн Абдурахимов. Он подчеркнул, что местные власти в городах и районах обязаны следить за ценами на уголь, чтобы кто-нибудь искусственно не завышал их. Это входит в их обязанности. Каждый предприниматель в этой сфере бизнеса, помимо лицензии с нашей стороны, получает лицензию от экологии и пожарной инспекции. Только потом председатели районов дают им разрешение на продажу угля. Они и обязаны контролировать цены на рынке, отметил Абдурахимов. Ежегодно по инициативе Министерства промышленности и новых технологий ГУП «Таджикский уголь» проводит ярмарки по всей республике, на которых уголь продается в разы дешевле, чем на рынках. Узбекистан будет закупать электроэнергию у Туркменистана. Об этом сообщает Уиздейли со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова. Асадов сообщил, что во время недавнего официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ашхабад страны договорились сотрудничать в сфере энергетики. По его словам, Узбекистан будет закупать в Туркменистане 4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан было подписано более 10 документов по различным направлениям сотрудничества. Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии у 2 организаций «Кафил» и «Бейкел Тили Таджикистан», работающих на страховом рынке страны. Как сообщает пресс-центр Нацбанка, решением правления НБТ в связи с завершением срока действия лицензии прекращена деятельность ЗАО «Страховая организация «Кафил». В связи с этим Управление по страховому надзору НБТ дано поручение внести соответствующую запись в Единый государственный реестр участников профессионального рынка страхования. Другим своим решением правление Нацбанка отозвало лицензию на осуществление аудиторской деятельности страховых компаний у ООО «Бейкер Тили Таджикистан», приостановив деятельность данной организации на аудиторском рынке страховых компаний на 6 месяцев. Деятельность указанной компании на осуществление аудита страховых компаний временно приостановлена в связи с нарушением Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан. Нурекская ГЭС после капитального ремонта не только сможет повысить надежность электроснабжения для населения и предприятий Таджикистана, но также позволит расширить экспорт чистых возобновляемых источников энергии и будет способствовать декарбонизации региона Центральной Азии. Об этом заявил руководитель программ по развитию инфраструктуры Всемирного банка в Центральной Азии Антонио Нуньес.
Я рад, что Всемирный банк входит в число партнеров по развитию, поддерживающих восстановление работоспособности этого важного для энергетической безопасности и экономического роста Таджикистана объекта, сказал он 24 октября на церемонии введения в эксплуатацию первого гидроагрегата Нурекской ГЭС после его модернизации. На церемонии присутствовали ключевые представители правительства Таджикистана, Всемирного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Евразийского банка развития и других партнеров по развитию. В своем представительстве Всемирного банка в Душанбе считают завершение работы по этому гидроагрегату первому из 9, которые будут восстановлены в рамках проекта реабилитации Нурекской ГЭС, важной вехой для Нурекской ГЭС.